Неотъемлемая часть прибрежного пейзажа. Руины Сухумской крепости лежат между улицами Воронова и академика Сахарова. В эти дни территория исторической достопримечательности стала объектом внимания. Здесь ведутся масштабные ремонтные работы. Это важный шаг, призванный сохранить уникальность объекта и сделать его доступным и привлекательным для жителей и гостей столицы. Ответы на многие загадки истории Абхазии молчаливо хранят эти руины. А ведь место по праву можно назвать центром зарождения целого города, который назывался Диоскурядой, затем Севастополисом. Позже его нарекли крепостью из воды и песка – Сухум-Кале. Цитадель была домом греков, римлян, византийцев, генуэзцев, турок и русских. За свою долгую жизнь эти стены видели многое – войны, разрушения, тысячи лиц и судеб. Заповедник Сухумская крепость был создан в конце 80-х годов. Однако из-за войны все работы по его восстановлению были приостановлены. В последующем неоднократно принимались попытки по его возрождению. В 2016 году был создан Государственный историко-архитектурный музей-заповедник Сухумская крепость. И с тех пор ведутся работы. Концепция вообще самого заповедника, она всегда представляла собой музейную деятельность. В новой концепции предполагается создание музея под открытым небом. То есть мы будем проводить работы по консервации раскопов для того, чтобы можно было их в любое время посетить, посмотреть. А потом в нашу концепцию хочется отметить, что главной целью нашего проекта является то, что мы хотим уйти от дотации государственных, чтобы заповедник стал самофинансируемым в последующем. И планируется создание здесь научно-туристического объекта, на который могли бы посещать и туристы, и гости столицы, также жители Абхазии. На данном этапе проводятся работы по благоустройству территории крепости. Проведена капитальная расчистка, осуществляется зонирование территории, прокладка пешеходных дорожек, планируется установка фонарей, освещение, установка лавочек, установление информационных табличек, экспонатов. История заповедника вообще Сухумской крепости, она тянется с Римской империи до Российской империи, до времен Российской империи. И здесь это место всегда было центром притяжения всего населения. Кроме того, сюда съезжались представители мировых держав, и здесь был торговый город, и военный город. Во времена турецкого влияния здесь была построена крепость. Согласно проекту, территория Сухумской крепости будет разделена на 7 зон, отражающих основные периоды. Каждая площадка будет снабжена макетом крепости соответствующего исторического периода, экспонатами и информационными табличками. В рамках реализации проекта используются материалы, которые позволяют сохранить аутентичность объекта. Конечно, здесь будут представлены экспонаты, которые были здесь обнаружены. Работы по археологическим раскопкам ведутся здесь очень давно. Ни год, ни два, ни 10. Поэтому большой потенциал есть в развитии именно музейной части экспонатов. Будем надеяться, что Государственный музей тоже будет нам помогать в работе, потому что все-таки музейная деятельность, она имеет свою специфику. Инициативу по организации музея под открытым небом на территории заповедника Сухумская крепость поддержал депутат Народного собрания Дмитрий Маршаня. Позже ее одобрили в парламенте, и в республиканский бюджет были заложены денежные средства на его реализацию. Когда мы готовились вообще к реализации этого проекта, мы обращались ко всем государственным учреждениям, и большую поддержку нам оказал Дмитрий Маршан, депутат парламента, который заинтересовался нашим проектом. Ему очень понравилась эта идея музея под открытым небом, потому что в городе с такой историей должно быть место, в котором будет представлена история города. И он представил данный проект в парламент. Депутаты парламента с удовольствием поддержали эту идею и включили нас в бюджет, финансирование этого проекта в бюджет на 2024 год. Сейчас работы ведутся по подготовке экспонатов в том числе и подготовке исторических
информации, информационных табличек и прочего типографского материала. Археологические исследования на территории крепости выявили множество ценных артефактов. Часть их найдена в рамках студенческой практики исторического факультета АГУ. Такие раскопки университет проводит здесь ежегодно. Одна из многих целей раскопок – найти могилу владетельного князя Абхазии Килишбея Чачба-Ширвашидзе, правившего в Абхазии с начала 80-х годов 18 века. Проект музея под открытым небом на территории Сухумской крепости – это яркий пример того, как совместными усилиями можно сохранить культурное наследие и сделать его доступным для всех. Во-первых, всем очень интересно, что здесь происходит. Вот люди проходят всегда, смотрят, обращают внимание, задают вопросы, что тут вообще, что это за место. Горожане тоже участвуют, принимают участие в каких-то мероприятиях, которые мы проводим, нам оказывают помощь посильную люди, в том числе вот активную работу нам помогают по сбору исторической информации, по подготовке информационных табличек, как раз нам помогают на добровольной основе. Веками Сухумская крепость разрушалась и возводилась заново. Сегодня от нее остались только руины. Мимо этих величественных фрагментов изо дня в день проходят десятки и сотни людей. Кто-то знает лишь вскользь об истории места. Для кого-то это просто заброшенный пустырь. В повседневной суете общество зачастую теряет связь со своими корнями. Историческая память – великая сила, нравственная, культурная, основа духовности этноса. Без прошлого нет будущего, и эти знания должны быть подкреплены фактами и неопровержимыми доказательствами. Все работы планируют завершить летом 2025 года, и культурный объект будет открыт для посетителей. Шазина Ханагуа, Константин Барулова, Абхазское телевидение.